Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Özbek, В связи с 5-й годовщиной попытки военного переворота в Турции программно-координационный офис ТИКа в Бишкеке в Кыргызской национальной библиотеке имени Алыкула Усмонова организовал фотовыставку под названием «15 июля. День демократии и национального единства». В день 15 июля мы благодарим и чтим память наших сограждан, отдавших свои жизни за Родину, за свой народ. Выражаем благодарность и уважение нашим гражданам. Обратился к присутствующим посол Турции в Кыргызстане Ахмед Садык Дуган. В мероприятии приняли участие представители различных организаций, члены Турецко-Кыргызского союза, предприниматели и средства массовой информации. Посол Кыргызской республики в Турецкой республике Кубанычбек Умуралиев по приглашению мэра муниципалитета Этимсегут, провинции Анкара, Энвера Демиреля ознакомился с парком-музеем «История тюрков», построенным в Этимизгуте. Во время ознакомления мэр Этимизгута Демирель поддержал предложение посла Умуралиева установить памятник герою величайшего в мире эпоса Манасу, а также Джусупу Абдурахманову, как человеку, внесшему значительный вклад в становление Кыргызской республики на площади, посвященной основоположникам тюркских государств. Официальное открытие исторического парка и музея состоится 29 августа этого года. В историческом парке можно увидеть статуи известных людей тюркского происхождения, в том числе статую великого кыргызского писателя Чингиза Айтматова, а также кыргызскую юрту у входа в парк. Посол Кубанычбек Умуралиев выразил благодарность мэру Этимизгута, отметив, что построенный ими исторический парк и музей важны для тюркских народов. Hoş geldik. Çok teşekkürlerim. Bu birinciden belediye başkanımıza çok teşekkürler ederim. Bu müze Türk dünyasının tarih müzeyi, bu heykeller, bu çatır hepsi ben bu yaşımda 60 yaşta birinci gördüm ben. Bu çok güzel. Kutlu olsun, hayırlı olsun. Yani bu Türk tek kana bu Ankara, bu Türk vatandaşlarımız bu bir Türk halklarının bu Ankara'ya ziyaret etken, Türkiye'ye gelgen hepsi burada gelsin. Biz de söylüyoruz. Burada gelip ziyareti yapsa bu çok tarih, bu bilim, bu gençler için bu çok güzel bir proje oldu.
Гость нашей передачи сегодня – глава муниципалитета района Этимесгут города Анкары Энвер Демирель. Как муниципалитет мы стараемся расширять наши отношения со всеми тюркскими республиками. Мы не забываем, что у нас общие корни с Казахстаном, Кыргызстаном, Азербайджаном и другими тюркоязычными республиками. Мы налаживаем диалог и контактируем с ними все время. Мы постоянно работаем в этом направлении. Доказательством является то, что 3 года назад мы подписали протокол о городах-побратимах с городом Нарын Кыргызстана. Отсюда мы с большой делегацией отправились в Нарын и Бишкек. Нас везде встречали гостеприимно. Мы провели много встреч и наладили контакты. У нас теплые отношения с губернатором и другими официальными лицами. Оттуда мы отправились на Иссык-Куль, где для нас организовали очень насыщенную и интересную культурную программу. Главное постараться не оставлять под сукном подписанные нами соглашения. Как наши первые проекты совместные уже реализуются в Нарыне. Мы построили там детский сад. Мы не останавливаемся на достигнутом. Ежегодно в конце августа организуем фестиваль «Дни анатолийской культуры». Давайте вместе посмотрим фрагмент фестиваля, который мы проводили в прошлом году. Несмотря на все трудности, мы пригласили делегацию тюркских республик в соответствии с условиями пандемии на культурный фестиваль, который мы организуем в этом году в 19-й раз. Конечно, приезжие артисты представят публике под открытым небом выступления, раскрывающие традиции, культуру, фольклор и музыку своих стран. Мы планируем объединить весь тюркский мир. Также будем приглашать представителей автономных республик и областей. Наши предки говорили, что вместе мы сила. Ожидается, что более 1 миллиона зрителей посетят 10-дневный фестиваль «Дни анатолийской культуры». В то же время это празднование будет транслироваться в прямом эфире по телевидению. Энвер Бей, вы так много работаете. С какой целью вы тратите так много своего времени на эту работу?
Вы нас по телевизору показываете, посещаете различные села, города, готовите передачи. Ваша цель – наша цель. Помните, что хотя мы живем в разных странах и государствах, в результате мы одна нация с одними корнями. Все наши исторические и культурные ценности одинаковы. Наш язык и религия совпадают. Наши песни, фольклор, музыка, национальная культура взаимосвязаны. Наша цель – привить эти ценности в Этимизгуте и привить их нашей молодежи. Сделать так, чтобы они не забывали о нашем существовании. Мы любим свой народ, свою страну, но не забываем своих корней по всей территории распространения тюркского мира. Мы проводим такие культурные фестивали, которые имеют очень высокую финансовую ценность для сохранения их исторического и культурного наследия. Мы хотим услышать голос всех наших тюркских братьев, независимо от регионов и стран, в которых они живут, чтобы донести до них свой голос. Мы всегда хотим быть вместе, мы хотим укреплять наши связи. Мы хотим поделиться их красотой, горестями, радостями. Обязанность муниципалитетов – обслуживание. Мы также хотим принести пользу нашему тюркскому миру с помощью культурных услуг. Мы хотим, чтобы наш мир не видел войны. Всегда царил мир, дружба, братство. И это следует считать священным долгом каждого чиновника и гражданина. Если мы не будем делать то, что говорим сегодня, мы потеряем надежду и уверенность в нашем будущем и в наших детях. Мы должны передать это нашим следующим поколениям, как это сделали те, кто отдал нам в руки эту страну, наше государство. Спасибо вам и вашему каналу «Пирамида» за предоставленную мне возможность рассказать о нашей работе и высказать свои пожелания телезрителям. Ассоциация клубов Анкары приняла участие в танцевальном и музыкальном конкурсе в Чолпонате в районе озера Иссык-Куль в Кыргызстане. По окончании конкурса делегацию клубов Анкары принял глава дипломатической миссии Турции в Бишкеке Ахмед Садык Доган. Посол выразил гордость за то, что за рубежом клуб Анкары всегда продвигал флаг с изображением полумесяца и звезды. Затем танцевальный коллектив Ассоциации клубов Анкары представил мини-музыкальную программу на территории посольства.
Посол Турецкой Республики в Бишкеке Ахмед Садык Доган выступил с короткой речью, поприветствовав делегацию клубов Анкары стихами на турецком и кыргызском языках. Görmekten Bişkek'te, Kırgızistan'da şeref duyuyorum. Ülkemizin bayrağını dalgalandıran her Türk milletinin ferdi gibi burada ülkemizi temsil ediyorsunuz. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Anın atı Oğuz, tegi Oğuz, urusu Oğuz. Anadolu'nu Atatürk kılgan Oğuz. Seymender batırdıktan ülgüsü. Selçuk tardı alar töpüşkön. Osman duktardın özögün tüzöşkön. Seymender Türkiye Respublikası'nın negiz bolgon. Seymen bul er cürettük. Ankara'nın cigitleri, bacı erenleri, erdik alardıkkı, alar Oğuzcaltı boyunca caşaşat. Президент Ассоциации клубов Анкары Метин Озарслан поблагодарил посла за встречу, проведенную в дружеской атмосфере. Метин Озарслан кратко рассказал об истории создания клуба. Он выразил свое удовлетворение участием в конкурсе, проводимом в Кыргызстане каждый год, и заявил, что на этот раз они вернутся в Анкару, завоевав 3-е место в танцевальном конкурсе. Озарслан обратил внимание на то, что конкурс, который проводится ежегодно, и что данное мероприятие, безусловно, влияет на развитие братских отношений. И, кроме того, Озарслан ответил на вопросы представителей СМИ. Derneğimiz 1932 yılında kurulan bir dernek. Bizzat Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan bir dernek. Ve Все, наверное. Менин атым Метин Кылыч, мен Анкара клубу коомунун төрагасымын. Бул биздин коом 1932 жылдан бери иштеп жатат. Бул 1932 жылы Түркиянын куруучусу Ататүрктүн тапшырмасы менен курулган. Биздин коомдо Анкара фольклору болсун, бардык башка каада салттар болсун, ошол эле сеймендик салты деген болсун, бардыгын менен тең иштеп келе жатабыз. 90 жылдан ашык болуп калды. Негизги биздин фольклор сиздер да билгендей түбү бул жака Борбордук Азияга таянат. Биз мындай улуттук бийлерибизди көбүнчө атайын күндөр уюштурулганда, улуттук майрамдарда бийлейбиз. Биз бул жакта азыр эки бийди көргөзүп бердик. Биринчиси Күдайда, экинчиси болсо Анкара зейбеги деп аталат. Biz keyinki gündörü Kırgızstan'a köp gelip ушундай madani iş-çaralardı Kırgızstanda da көп өткөзүп баштадык. Муну жалгыз эле биз эмес, Кыргызстанда да биргелешкен иш-чараларыбыз көп болууда. Бул жолу Кыргызстанга 3-чү эл аралык фестивалды өткөзүү максатында келгенбиз. Бул Ысык-Көл облусунун Чолпон атында шаарында болду. Ал жака көптөгөн кишилер катышышты. Ошол эле катышуучулардын баары Кыргызстандын баардык аймагынан келишти. Жаңы эле сиздер көрүп кеткен оюн бул миңдеген жылдарга таянган бир оюн. Ошол ата бабаларыбыз ошо жүздөгөн миңдеген жылдардан бери муну аткарып келишкен. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Çok değerli kardeşlerim, Cenab-ı Hakk'a hamdolsun yine bizleri İslam'ın alametlerinden olan, şairi İslam'dan olan Kurban Bayramı'na 2021 yılında bizleri ulaştırdı. Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Курбан Байрам приходится на 10 число месяца Зуль-Хиджа, одного из 4 священных месяцев, упомянутых в Коране. Это один из двух главных праздников в исламе. История праздника Курбан Байрам начинается с пророка Ибрагима. Однажды пророк Ибрагим увидел сон, в котором он приносил в жертву своего сына Исмаиля. Исмаиль родился, когда Ибрагиму было около 80 лет. Yani burada hem Hazreti İbrahim'in hem de Hazreti İsmail'in müthiş bir teslimiyetini görürüz. Ki İsmail Aleyhisselam 8 yaşlarındadır. Yani Этот сон он видел 3 раза подряд.
и убедился, что это вещий сон от Всевышнего Аллаха. Пророк Ибрагим всегда демонстрировал безграничное доверие и любовь к Аллаху и был готов выполнить любое его повеление. И на этот раз он решил исполнить повеление Всевышнего Аллаха. Однако нож не перерезал горло Исмаиля. Таким образом, оба пророка прошли испытания Аллаха. В тот же час Джибриль привел из рая барана величиной с верблюда, которого пророки принесли в жертву во имя Аллаха. Начиная с этого времени, жертвоприношение стало неотъемлемой частью нашей священной религии. Ночь перед Курбан-Байрамом следует проводить в поклонении, читая намаз, делая дуа. Об этом посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Сердце человека, который бодрствует во время ночи Идуль-Фитр и Идуль-Адха, не умрет в день, когда сердца будут мертвы, то есть в Яумуль-Кияма. Поэтому в эту ночь мы должны уделить особое внимание поклонению Аллаху. И не стоит забывать, что награда за поклонение, совершенное в первые 10 дней месяца Зуль-Хиджа, является очень большой». С праздником Курбан-Байрам! Hepinizin bayramını tebrik ediyorum. Allah'a emanet olunuz. Скоро мусульмане во всем мире будут праздновать один из величайших мусульманских праздников Курбан-Байрам. От коллектива «Памир Строй» желаю вам в этот день, чтобы мир и радость не зашли в вашу жизнь в эти благословенные дни и остались с вами навсегда. Пусть Курбан-Байрам принесет счастье, а его мгновение – особую радость для каждого из вас. Пусть этот год будет плодотворным для вашей семьи и особенно для кыргызстанцев. Стай жёст, стай жёст. На днях мы посмотрели очень информативный и жизненный сюжет одной из социальных сетей. Его снимали в одной из европейских стран. Посмотрев этот материал, мы еще раз убедились, что человечность, милосердие и сострадание не чужды никому в этом мире. Видите ли, эта бабушка хотела заработать себе на пропитание, тайно продавая овощи, которые она выращивала в своем огороде, чтобы прокормить свою нуждающуюся семью. Но посмотрите, что произойдет после того, как ее действия будут обнаружены контрольной службой городского муниципалитета. Начальник управления с рацией говорит с центром, а пожилой человек выглядит несчастным и с тревогой наблюдает за последствиями. Deci un punct tot așa pentru bătrânele, 3 aici. Luați nume și prenume, altcineva n-are loc. Cum găsiți pe altcineva la tarabă? Через некоторое время приходит работник контрольной группы. Бабушка до сих пор опасается, что оставшиеся у нее овощи будут конфискованы, а она будет оштрафована. Hai că îți vindem și marfa, mamaie. Dă-goa. Но все сложилось не так, как подумал пожилой человек. Супервайзеры снимают деревянные и неподходящие ящики и аккуратно кладут овощи на прилавок. Бабушка растерялась, увидев, что ситуация складывается не так, как она предполагала. Супервайзер обращается к пожилому человеку с вопросом о цене на овощи, которые она хочет продать. Bucata. N-ai marfa aici de 100 de lei, 50 de lei. Cât e toată marfa asta?
fă matale calculul, să nu zici că... И дает ей деньги, покупая у пожилого человека товар. Это ваша торговая точка. С этого момента вы можете беспрепятственно продавать здесь свои овощи из собственного огорода. Ваше разрешение также наклеено на прилавок, сказал супервайзер. Радует, что это одно из многих свидетельств того, что человечность проявляется в каждом из нас, несмотря на то, в каком уголке мира мы живем. Надеемся, что этот репортаж был очень интересен нашим зрителям. Все традиции своими корнями уходят вглубь веков. Проживая жизнь, человек не замечает, как стремится вернуться к своему национальному быту, культуре, к народным традициям. В культуре каждого народа существуют традиции и обычаи, посвященные различным праздникам, которые связаны с различными ритуалами. К примеру, люди одевают красочные народные костюмы, исполняется народная музыка, говорят на родном языке, вспоминая пословицы своего народа, поговорки и любимые песни. Но традиции определяют не только бытовую сторону жизни каждого народа, они имеют безусловное значение в гармонизации общества, в духовной связи между поколениями. Мы, среднеазиатские народы, искренне привязаны к своим традициям. Мы любим веселиться и умеем превращать это в искусство. Наши дети от 6 лет и старше действительно живут наследием наших предков с детства. Даже скачки принято считать молодежными. Эти виды соревнований сегодня входят в число спортивных игр. Вот соревнования, в которых участвует более 100 детей. Каждый молодой человек, который доверяет себе и своему коню, участвует в скачках, то есть нет предела количеству гонщиков. Основная цель подобных соревнований – это просвещение молодого поколения и популяризация традиций народа, чтобы не забывать свое прошлое. Пожалуй, нет на земле овоща, который был бы столь популярен, как огурец. На нашем столе он присутствует практически постоянно, как его только не употребляют. Едят в сыром виде, крошат в салаты, фаршируют, солят, маринуют, добавляют в рассольник, окрошку, азу и так далее. Блюд с огурцами просто не счесть. Тем не менее, далеко не все знают, какую пользу приносит нашему организму этот зеленый овощ. И сейчас мы расскажем о свойствах огурца. Первое. Очищает организм. Учитывая высокое содержание жидкости и наличие пищевых волокон, огурец прежде всего является продуктом, выводящим из организма токсины, шлаки и соли тяжелых металлов. В этом плане овощ особенно полезен лицам, проживающим в городах и мегаполисах, живущих рядом с предприятиями и рудниками. Более того, огурец способен выводить из организма радионуклиды, а значит, этот овощ должен обязательно присутствовать в рационе людей, проживающих в радиоактивных зонах и перенесших облучение. Второе. Укрепляет сердце и сосуды.
Особую пользу огурцы приносят сердечно-сосудистой системе. Калий, который в высокой концентрации присутствует в этом овоще, поддерживает работу сердечной мышцы, защищая организм от тахикардии и других сердечных заболеваний. В огурцах найдены фолаты, которые укрепляют сосуды и сохраняют их эластичность. Да к тому же препятствуют оседанию холестериновых бляшек на сосудистых стенках. В результате такого воздействия у человека поддерживается нормальное давление, а значит, он защищен от гипертонии. Если же употреблять огурцы постоянно, можно не сомневаться, что даже в глубокой старости человек не узнает о такой проблеме, как атеросклероз. Кстати, немногие знают, что огурцы участвуют в процессе кроветворения и улучшают реологические свойства крови. Под влиянием этого овоща повышается текучесть крови и предупреждается появление тромбов. А это прекрасная новость для тех людей, которые страдают от варикозного расширения вен, тромбоза вен и тромбофлебита. Регулярное употребление огурцов может помочь отрегулировать не только кислотно-щелочной, но и водно-солевой баланс в организме, тем самым снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний, а также таких заболеваний, как ревматизм, артрит и другие. Исследования показывают, что полезные свойства огурца включают даже противораковые и противомикробные действия этого натурального продукта, которые обуславливаются наличием природных антиоксидантов и солей. Третье. Оказывает мочегонное действие. Огурец – прекрасное мочегонное средство, которое быстро и эффективно выводит из организма излишки жидкости. Данная особенность чрезвычайно полезна для лиц, страдающих от гипертонии, так как естественным образом помогает снижать высокое давление, а также для беременных женщин, для которых отеки становятся настоящей проблемой. Но и это еще не все. Употребляя огурцы, можно нейтрализовать воздействие органических кислот, которые приводят к развитию мочекаменной болезни. Четвертое. Улучшает работу желудочно-кишечного тракта. Рассматриваемый овощ налаживает обменные процессы в организме, избавляя от проблем с желудочно-кишечным трактом. Те, кто регулярно употребляют свежие огурцы, не знают проблем со стулом и не страдают от метеоризма. Более того, учитывая тот факт, что огурец прекрасно очищает организм, ускоряет метаболические процессы и имеет чрезвычайно низкую калорийность, его с уверенностью можно назвать лучшим продуктом для похудения. Это подтверждают и многочисленные диетологи. Не зря же огурцы входят в подавляющее большинство современных диет для похудения. Пятое. Укрепляет иммунитет. Польза огурцов кроется в укреплении защитных сил организма. Всему виной высокое содержание аскорбиновой кислоты, которая предотвращает окислительные процессы в организме и справляется с агрессией свободных радикалов. Благодаря этому человек, который с удовольствием кушает огурцы и блюда из этого овоща, реже болеет гриппом и менее подвержен аллергии. К тому же люди, употребляющие огурцы, практически не сталкиваются с весенним авитаминозом и быстрее восстанавливаются после болезней. Шестое. Заботится о здоровье щитовидки. В огурцах содержится много йода, микроэлемента, который необходим для поддерживания нормальной работы щитовидной железы. Особенно важно это для лиц, проживающих в радиоактивных зонах, где от проблем со щитовидкой страдает 80% населения. А ведь, включая в свой рацион этот хрустящий зеленый овощ, вы заботитесь о состоянии всей эндокринной системы. Причем, учитывая, что больше всего йода содержат свежие молоденькие огурчики, полезнее всего употреблять именно их. Седьмое. Укрепляет нервную систему. Нельзя не упомянуть про пользу огурцов для укрепления нервной системы. В этом продукте содержатся практически все необходимые для этого элементы – магний, фосфор и, конечно же, витамины группы В. Эти вещества нормализуют нервные процессы в тканях, снимают тревожность, нервозность, спасают от ежедневных стрессов и депрессивного состояния. Более того, присутствующие в огурцах полезные вещества устраняют проблемы со сном и улучшают настроение. Восьмое. Поддерживает красоту тела. Огурцы являются настоящим кладезем витамина H, а ведь этот витамин необходим нашему организму для поддержания красоты кожи, волос и ногтей. Именно поэтому косметологи рекомендуют употреблять огурцы женщинам, которые хотят выглядеть прекрасно без применения косметики. Кстати, именно благодаря высокому содержанию биотина огурцы нашли широкое применение в изготовлении народных косметических средств.